Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Что и с кем он говорит о вас? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что и с кем ты говоришь обо мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками и дадут нам узнать, что же происходит. Так, а вы знаете, этот мужчина очень скрытный. Очень скрытный. Он все, практически все держит в себе. Есть люди, которые пытаются с ним говорить на тему вас и ваших отношений. Есть даже люди, которые против вас и против ваших отношений. Ваш мужчина, он держится, знаете, похож на камень. Камень, который невозможно ни сдвинуть, ни подвинуть. Но, как мы знаем, вода камень точит. А вот эти люди, да, по крайней мере, одну персону вот я здесь вижу, это очень такая, знаете, токсичная вода, которая может разрушить все. У кого-то это отыграется как соперница, недоброжелательница, а у кого-то может быть и, например, такой ревнивый друг, да, завистливый друг, который именно вашему мужчине хочет вреда. Смотрите, может быть, ваши отношения не идеальные, может быть, они не гладкие, может быть, что-то где-то не получается, но мужчина все держит в себе. В себе. И даже когда он расстроен, даже если его там пытать, он все равно практически ничего не скажет. Но при всем при этом есть какая-то подруга, это именно женщина. Но это действительно подруга, это не любовница, там, не бывшая, это именно просто как друг. Вот с кем-то он в интернете может общаться. У этой женщины он может просить советы. Советы о том, как поступить, что подарить, что сказать. Причем он это все делает завуалированно. Он не для себя спрашивает, как будто бы для какого-то друга. Вот какой-то такой хитрый маневр идет. Что спрашивает? В основном это касается, как поступить и что подарить. Да, вот что женщинам нравится, какие подарки нравятся, когда что уместно, да, когда там уместно на свидание позвать, либо когда там уместно цветы дарить, какие. Вот спрашивают именно такие вещи. Эта подруга, возможно, она даже догадывается, да, истинность этих вопросов, но она старается действительно искренне помогать. Возможно, даже вы видели, что он с кем-то общается, с кем-то переписывается. Это все происходит от того, что вы для него очень важная женщина, очень важная персона. И те чувства, эмоции, которые вы в нем вызываете, это как впервые, да, первый раз в его жизни, как первая любовь. И он очень боится поступить неправильно, либо поступить так, чтобы вы в нем там разочаровались, либо от него отвернулись. Значит, о вашей любви, о ваших отношениях практически никто не знает. Если у этого человека есть мама, причем мама такая властная, ревнивая, то она чувствует, да, что появилась у меня соперница, что моего сынулечку уводят, что его забирают, что кто-то хочет там женить на себе. Либо если вы уже жена, то же самое. У мамы прям Кондратий бьет ее, да, что сынок не ее слушается, да, не под ее юбкой, а под вашей. Вот ее это раздражает. Тут ревность, дикая ревность идет. Вот именно делить она его ни с кем не хочет. Боится его потерять, либо боится, что он от нее там отвернется, забудет и прочее. Значит, мама
да? Если вы просто встречаетесь, то она пытается всеми силами, правдами и неправдами разузнать, кто вы. Какой-то сумасшедший просто интерес на вас посмотреть, да, что там он в ней нашел, что там такого особенного, на что она его взяла, каким местом, да, она к себе его привлекла. Вот этот момент идет. Она очень категорично настроена против вас, но это не конкретно против вас, да, против любой бы женщины она была бы так настроена. Даже если бы сама ему нашла женщину, сама бы в ней разочаровалась и сама бы их развела. Что с этим делать? Да ничего. Ваш мужчина, он умеет разделять любовь к матери и любовь к женщине. Этим человеком особо не покомандуешь. Он все знает прекрасно про свою маму. Конечно же, он ее любит, конечно же, он ее уважает. Но и он не позволит разбить свое сердце, и уж тем более разбить ваши отношения. Он вас бережет. Если ваш мужчина не свободный, то эта женщина, да, она боится потерять свой статус, она боится потерять свою кормушку, потому что этот мужчина для нее действительно кормушка. Она, может быть, про вас и не знает, но она догадывается, она видит блеск в его глазах. И этого блеска никогда раньше не было, когда он был с ней. И ее это настораживает. Не на шутку она переполошилась. Сейчас она, возможно, ходит по гадалкам, либо ходит по всяким там, не знаю, может быть, детективным агентством, да, пытается найти человека, который бы за ним следил, либо пытается получить информацию, верен ли ей муж или нет, нацелен ли он на то, чтобы уйти из семьи, да, ее оставить. В принципе, там ничего особо нет, там больше какие-то родственные связи отыграются. Не любовная тематика, когда там муж с женой, а именно как родственники, да, связывает их общий дом, там дети могут связывать, у кого-то может быть даже общий бизнес. Не более того. Но он ей важен именно как кормушка, то есть она от него кормится. Ну и понятно, да, что кормушку никому не хочется терять, особенно если ты ленивая и наглая. Ну, как-то так идет, девочки. Вот он будет делать все, чтобы, например, жена никогда не узнала. И даже если он будет к вам уходить, то будет стараться сохранить в тайне ваше имя, новое место проживания и прочее, прочее. То есть он ее знает, что у него какая-то придурь в голове, и лучше как бы ограничить ее от информации, и уж тем более она может какие-то выкидывать нестандартные номера, и он знает, что она может, например, прийти к вам, там устроить, извините, драку, да, как-то поступить очень гадко. Так, если дело касается каких-то ревнивых друзей, то есть такой товарищ, близкий товарищ сам какой-то по жизни неудачник, но у него там, может быть, семья все-таки какая-то есть, там ему очень плохо, там его не ценят, не уважают, и он ему все время, какие-то истории рассказывает о том, как там он заходит домой, там жена на колени, тапки, там сама его разбывает, тапки одевает, там на руки берет, там отнесла, покормила, понесла, помыла, в кровать уложила, все сама сделала. Неправду говорит, ваш подозревает, что это все ложь, но он любит этого человека, хорошо к нему относится. Именно любит как человека. Может быть, с детства они там дружат. Вот. И этот товарищ, он начинает подозревать, что значит, у него появилась женщина, значит, не сегодня, а завтра он там женится, станет счастливым, а я вот так и буду со своей женой, да, маяться. Быть там, я не знаю, на 10-м месте. И он его начинает раскручивать на то, чтобы узнать, кто вы, что вы, как у вас там все сложилось. Дает ему какие-то дебильные, нелепые советы, извините за выражение. Просто я так вижу. Тоже человек пытается, чтобы вы, либо разошлись, либо, чтобы вы его оставили, да. И потом бы он сказал, видишь, все они бабы, стервы, да, все они одинаковые. Такие рассеки. Просто, знаете, по-человечески не хочется, чтобы друг был счастливым, да, а он несчастный весь. Вроде как, если друг свободный и одинокий, то, в принципе, нормально, да, норм. Я несчастливый, друг у меня тоже без личной жизни, нормально. Можем встречаться, бухать, какие-то, может быть, интересы, да, свои мужские соблюдать.
Ваш мужчина, я уже говорила, да, умный, он не болтливый. Вот этому другу, там, мамам, бывшим, он вообще, знаете, как рыба. Рыба молчит, его, вот, знаете, с ним в разведку можно идти, да, прекрасный партизан с него получится. Девочки, в этом мужчине вы можете уверены. Вот все, что будет происходить между вами, все, что будет происходить в ваших отношениях, плохое, хорошее, ну, жизнь она такая, она зебра. Не бывает хорошего без плохого. Если бы это было так, мы бы никогда не почувствовали эту разницу. Жизнь бы была какая-то приторная, да, однотонная. Вот что бы ни происходило, вы можете быть уверены, что это навсегда останется между вами. Между мужчиной и между вами. Но у этого мужчины страх перед какой-то женщиной с вашей стороны. То ли подруга, то ли мама, то ли кто-то, вот, может быть даже дочка ваша. Вот какую-то женщину он недолюбливает, и он ее побаивается. Вернее, побаивается ее влияния на вас. Ему почему-то кажется, что женщина против него, что он ей крайне не нравится, и что эта женщина может настраивать. Я скажу вам такую вещь. Я вижу, что он попытается с этой женщиной как-то инкогнито поговорить, да, тайно, чтобы вы не знали. Ему очень важно убедиться, что эта женщина не представляет из себя вредоносную особу, что она не разрушит ваши отношения. Хорошо это, плохо, я не могу сказать. Я лишь только вижу, что он серьезный мужчина, который самостоятельно решает свои проблемы. Если он назначит такой разговор, и эта женщина вам, ну вот, скажет: а представляешь, твой позвал меня на разговор, пожалуйста, никак не реагируйте, пусть она идет, пусть они поговорят, пусть ваш мужчина успокоится. Это будет очень важно, это будет очень мудрый поступок с вашей стороны. Не надо там руки в боки: а как ты мог мою маму трогать, либо как ты мог там с кем-то за моей спиной общаться. Вот этого не надо. Серьезно, это мужчина стабильный. Этот мужчина знает, что делает. Придет время, вы все поймете. Значит, мужчине можно доверять, не беспокоиться, что он о ком-то, вернее, с кем-то вас обсуждает, либо, да, куда-то сливает информацию о вас и о ваших отношениях. Нет, она у него вся там в головушке внутри. Не будет он ни с кем делиться, даже если вы его там будете как-то обижать, все равно дальше, чем изба, этот ссор не пойдет. То есть между вами все это останется. Мужчина хороший в этом плане. Я таких мужчин уважаю. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.